Задолженность предприятий коммунального хозяйства Северной Осетии за газ почти 4 миллиарда рублей. За голубое топливо в полном объеме не платили порядка 7 лет. Почему набежали такие долги, сейчас выясняет специальная комиссия. В этом вопросе занимается огромная рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением Александра Геннадьевича Хлопонина по инвентаризации задолженности за потребленный газ в регионах Северного Кавказа. Работа рабочей группы не закончена, есть достаточно обоснованные сомнения и в размерах суммы, и в причинах, и в периодах возникновения. Поэтому есть сроки, есть состав межведомственной комиссии, который определит, с какими на самом деле долгами придется работать не только Северной Осетии, но и всем регионам. Межведомственная комиссия была создана еще в декабре 2013 года. Уже тогда обсуждалось, что норматив за потребление газа в Северной Осетии почему-то соответствует показателям Оренбургской области Республики Мордова, где климат значительно суровее нашего. Проблема с декабря решается по сей день. Сегодня мы провели совещание. На этом совещании присутствовали руководители муниципальных образований, руководители теплоснабжающих организаций. Достигнуты договоренности о платежах по апрелю месяцу. На стадии банкротства оказались МУП «Тепловые сети» и Владикавказ «Теплосервис». У каждого из этих предприятий задолженность более 1 миллиона рублей. Из-за долгов этих организаций в Северной Осетии с 20 апреля, возможно, ограничат поставку газа. Это значит, что около 50% котельных могут прекратить свою работу. По словам специалистов, долг у Северной Осетии появился не вчера. Раньше республиканский бюджет находил дотационные деньги и оплачивал часть нагрузки тепловых сетей. Но сегодня все иначе. Каждый житель должен платить за голубое топливо 100% сумму. Как предотвратить рост долгов, непонятно. У коммунальных служб своя позиция на этот счет. В теплосетях прогнозируют, что с появлением новых технологий вопрос будет решен. Нужна модернизация, которой мы сейчас активно занимаемся. Мы просто, если посмотреть по цифрам даже потребления газа, буквально за последние 8 лет, то она упала порядка 30 миллионов кубов. Это в сегодняшнем соотношении цен порядка 150 миллионов. Северная Осетия находится на 5-м месте в российском рейтинге по задолженности за газ. В прошлом году котельные республики уже оставались без голубого топлива, а люди без горячей воды. Однако по закону отключение газа за долги возможно только после окончания отопительного сезона. А это случится уже 20 апреля. Залина Губурова, Борис Сопоев, Алла Венедиктова, Осетия ТВ.